Приветствую всех, кто подключился к нашему первому прямому эфиру проекта «Страна огромная». Мы работаем двумя студиями. В Иркутске работает студия «Пульс Приангария», я Просекин Антон. И в Москве студия телеканала «Спец», Игорь Гончаров, ведущий. Подключаемся всей страной. Игорь, вам слово. Канал «Спец» приветствует вас. Очень интересный почин Сибирь предложила. Надеюсь, плодотворный. Мы будем в эфире 1,5 часа. Обсудим 3 основных темы, которые кажутся нам наиболее резонансны сейчас. Первое – это, конечно, Донбасс и все, что с этим связано. Вторая будет касаться мигрантов и, как это сейчас ни странно, майнинг. Тоже стала острая тема. Как нам кажется, мы их расположили по степени важности. Первый гость у нас Дмитрий Потапенко. Человек известный, экономист, видеоблогер. Резонансный человек. Он подключен уже? Он на связи. На связи, да? Я просто его не вижу. Можно выводить на комментарий? Да, секунду. Потапенко. Все, у нас картинка полная. Добрый вечер всем. Европейской части России, добрый день. Добрый день. Дмитрий, первую тему заявленную ты слышал? Да. Твой комментарий. Если вы меня слышите, то... Если мы говорим о Донбассе? Да. Если мы говорим о Донбассе, мы уже это неоднократно обсуждали в наших эфирах. В общем, любая военная истерия и нагнетание неприемлемо как класс. С точки зрения экономики мы проигрываем абсолютно, потому что если мы... я исхожу из того, что никакой горячей фазы не будет в принципе, потому что России это невыгодно. Даже не то, чтобы невыгодно, она это достаточно самоубийственно какими-либо оперировать войсками. К сожалению, то, что произошло во внешнеполитическом контуре, это я вижу по реакции политических кругов, не то, что смотрят наши сограждане и то, что показывает российское ТВ, поскольку я смотрю все-таки и общаюсь в том числе и с политиками на Западе. Санкции однозначно будут, они, конечно, будут не объемные, они будут такие сильные и персональные, потому что никому такой подъем истерии он не нужен. Ни один из европейских или американских политиков, в принципе, не готов к такой эскалации, потому что им это не надо, они обычные чиновники при этом, при всем. А то, что мы видим, конечно, когда переходят видеофайлы, которые записаны существенно заранее, выступления различных лидеров, соответственно, с метаданными, которые, в общем, тоже легко определяются. При этом нет никакого передвижения, скажем так, эвакуационных автобусов, которые легко фиксируются до того, как это само произошло. Поэтому, конечно, у нас ситуация с сопредельной территорией очень-очень непростая. Сразу могу сказать, конечно, в общем, по окончании, как я и сказал, что, грубо говоря, к 8 марта все это рассосется, но последствия этого будут очень долгоиграющие, именно как раз с точки зрения, мы и так, в общем, страна изгой, в общем, а дальше мы, в общем, затягиваем эту петлю все дальше и дальше. Самый простой пример — это отсутствие чипов, подорожание автомобилей и отсутствие автомобильных ресурсов именно по причине того, что сюда, попросту говоря, все поставляется по остаточному принципу. Вот как-то так. Дмитрий, спасибо.
У нас на связи также якутская студия, телеканал «Красный Коннект». В студии присутствует Виктор Николаевич Губарев, заместитель председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия и первый секретарь Якутского рескома КПРФ. Виктор Николаевич, как нас слышите, видите? Добрый вечер. Хорошо, я всех приветствую из Якутии. Слышим хорошо. Если вы меня слышите, то можем продолжить разговор. Да, Слышу. Виктор Николаевич, Да? Республика Саха-Якутия помогает некоторым районам Донбасса, и вы сами участвовали во многих гуманитарных конвоях. Расскажите, пожалуйста, о том, какие настроения сейчас на Донбассе. Ну, во-первых, сейчас я разговариваю здесь сегодня, а мыслями переношусь туда. Я 1,5 месяца назад там был, там, где сегодня рвутся снаряды. Был в тех школах и поздравлял детей с Новым годом. Вручали им подарки. Говорили, что будет мир. Для этого нужно побороться. А сегодня дети взяли свои рюкзачки и идут, значит, меняют место жительства вместе со своими старшими дедушками, бабушками и находят сегодня, значит, в Ростовской области. Время туда приходит. Уже беженцы. И, конечно, сегодня просто трудно представить, что в каких сегодня условиях они находятся. Но эти условия 8 лет. 8 лет. Какое настроение? Настроение, которое было в 2014 году, можно было многое поправить. Ну, сейчас трудно говорить. Можно. Но, во всяком случае, логика вся и действия, все были на стороне народа. Руководство, которое было там, это прежде всего Александр Владимирович Захарченко, первый президент, первый глава Донецкой Народной Республики, который, к сожалению, в результате теракта в 2018 году погиб, убит. Он 4 года был во главе, но сделал очень много. Многим за это время, может быть, и не хватило всей жизни. Поэтому логика была, все сделали правильно. Понятно было сразу, что, вообще нужно 2 слова сказать, что Донбасс, это Донецкие и Луганские области, туда входили 8 миллионов человек, 52% где-то украинцев проживало, 42% русских, и Донбасс входил в 5 наиважнейших территорий Советского Союза. 5 входил. Понимаем мы, какое значение, значит, он имел. И логика такая, когда произошел в феврале переворот, к власти пришли вообще-то, трудно назвать, очень русофобы, пришли антикоммунисты, пришли антисоветчики, пришли, значит, во главе бандеровская хунта, та, которая, значит, не заботилась о своем народе, и переворот-то они делали только ради смены власти одних на других. И тогда уже почувствовали, в Донецкой Народной Республике не согласились с этим переворотом, не согласилось, что началось такое, значит, преследование инакомыслящих, запретили партию, вообще все свободы запретили, понятно, мы же помним. Поэтому уже тогда было понятно, они пытались, в течение 3 месяцев пытались, значит, с февраля до апреля месяца вести какие-то переговоры, чтобы решить вопросы федерации в том числе. Но все это отвергалось. И более того, началась с апреля до октября это гражданская война. 7 апреля 2014 года был принят акт и декларация о создании самостоятельных государств, а на референдуме 11 мая 2014 года пришли всеобщий референдум, и они провозгласили самостоятельность государств. И после этого было понятно, что, значит, добром это не воспринято. Ни на какие, значит, условия не пойдет то руководство антинародное, вообще преступное руководство, которое пришло после февральского переворота. И это жизнь показала. Но развязалась гражданская война. Апрель-октябрь погибли, тысячи людей. Около 20, сколько там, тысяч. Сегодня находят массовые захоронения, которые люди погибли, их убили просто. И тогда было гражданскую войну проиграла
выиграл народ Донецкой Народной Республики, Донбасса, поэтому дальше, ну, начались, ну, просто болтовня большая. Всем понятно, что было, тоже руководство это украинское, пришли, нужно было выиграть время. Начали, значит, ну, пытались, и Российская Федерация, прежде всего, безусловно, и руководство Донецкой Народной Республики, Луганской, пытались все-таки мирным путем договориться, прийти к соглашению. И были, ну, подписаны Минские соглашения 2 раза, 14-15 год, ну, на них наплевали они, но ни одного пункта Минских соглашений не было выполнено. Затем дальше разговоры шли, но эскалация продолжалась. Конечно, если благодаря Российской Федерации, нашему народу, который, значит, всегда очень сопереживал, значит, и в том числе Донецкую, Луганскую, поэтому очень много делали для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, поддерживать, значит, элементы государственности. Много было сделано. Но самое главное, нужно было решить вопрос кардинально. Поэтому народ, как и сразу поддержал, вообще-то поддержал руководство Донецкой и Луганской республики, поддержал, что не по пути с этим правительство, которое пришло преступной к власти в результате переворота, и они поддерживали и выполнение, и принятие, значит, акта, принятие решения на референдуме, за которое 90% проголосовало, о самостоятельности. Поэтому и сегодня я с 2014 года там бываю, 2-3 раза в год обязательно, постоянно на связи, и мы убеждаемся, народ и сегодня все-таки надеется и уверен, что то обращение, с которым Государственная Дума по инициативе Компартии Российской Федерации, фракция обратилась к президенту признать самостоятельными Донецкую и Луганскую республики, самостоятельными, их суверенитет. Это единственный правильный вывод. Другого просто не дано. И сегодня народ устал, безусловно. Многие потеряли, многие положили жизни, многие потеряли своих родственников. Но сегодня, значит, жертва это будет напрасно, когда будут все-таки эти республики суверенными и самостоятельными. И сегодня народ это поддерживает, как бы ни было тяжело. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Я хочу представить гостя нашей иркутской студии. Это депутат городской думы города Иркутска Александр Олегович Перевалов. Добрый вечер. Приветствую всех участников передачи, всех, кто нас смотрит. Спасибо за приглашение в первую передачу проекта «Страна огромная». Считаю, что это проект своевременный, принесет пользу буквально всем, потому как, наверное, обсуждение одних и тех же проблем на разных территориях выведет нас на какие-то понятные и нужные решения. Еще раз спасибо. Спасибо. Ситуация на Донбассе, как мы сегодня уже обсудили, достаточно напряженная. В республиках непризнанных объявлена всеобщая мобилизация. И по заявлениям властей она направлена на то, чтобы отразить агрессию украинских фашистов и укомплектовать подразделения по штату военного времени. В Ростовской области началась большая волна беженцев. Все это, конечно, печально. В Ростов прибывают подразделения из Главного следственного управления России, организовывают штаб для расследования падения снарядов. И, кроме этого, Россия заявила, что беженцам разово выплатят по 10 тысяч рублей. Предлагаю посмотреть комментарий по этому поводу Сергея Георгиевича Левченко, депутата Госдумы. Пожалуйста.
Хочу сказать, что Сергей Георгиевич неоднократно уже высказывался по данной теме, высказывался о том, что необходимо признать независимость республик Луганской и Донецкой. И данная тематика нашла свое развитие в том, что на прошлой неделе Государственная Дума рассмотрела все-таки обращение. Мы смотрим сюжет. Виктор Николаевич, я хочу задать еще один вопрос вам касаемо официального объявления президентом Путиным о признании ЛДНР и ДНР, которого не было. Тем не менее, мы уже факт помогаем беженцам. Что, на ваш взгляд, Россия должна сделать еще, чтобы миру было понятно, что Донбасс должен быть признан? Ну что еще нужно сделать? Нужно признать самостоятельность этих государств, суверенных государств, которые на всенародном референдуме выразили на основании всех правовых норм международных, выразить свое желание образовать самостоятельное государство. Поэтому нужно признать их Российской Федерации. И на основании исторических своих взаимоотношений. И сегодня тоже этот народ подвергается истреблению. Поэтому те факты уже 8 лет. Все показывают соглашение, ни один пункт соглашения минских, ни нормандская четверка, которая дальше, значит, выразила свою контактную группу, создала, ничего не выполняется. А все же было понятно с самого первого минских: прекращение огня, проведение местных выборов в рамках об особом статусе закона ДНР, ЛНР, не преследование лиц конфликта, вывод всех иностранных, значит, граждан, доставка гуманитарной помощи, обеспечение, значит, экономических связей. Ни одно не выполнено. И самое главное, сегодня это в результате переворота пришедшая власть на Украине непосредственно переговоры не ведет с ДНР, с руководством ДНР и Луганска. От кого зависит это? Их судьба решается. Они еще ни одной минуты не сели вместе за стол переговоров и не собираются это делать. Они выиграли время после
поражение в Первой гражданской войне. Сейчас, конечно, значит, чувствуя какой-то поддержку Запада, но Запад их и бросит, придет время, безусловно. Они разыгрывают свою карту. Поэтому сегодня единственное – это признать суверенную самостоятельность Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, о чем четко и ясно было. И раньше об этом говорили, и раньше. И сейчас сказано в обращении Государственной Думы практически единогласно, значит, приняло это обращение. Это высший законодательный орган. Я думаю, Совет Федерации, значит, тоже поддержит это. Это единственное. А сейчас, все, конечно, Российская Федерация, руководство подходит очень, конечно, понятно, с учетом всех обстоятельств, с учетом, значит, внешнеполитической последствий, которые могут быть. А последствия, конечно, разные санкции будут, но они сегодня есть, они продолжаются. Противостояние не остановится, значит, никогда. Только сильной России будут считаться. Она сегодня пока в состоянии защитить русских, которые уже 750 тысяч с российскими паспортами живут. Это наши граждане живут на территории Донбасса. Наши граждане. Как мы их можем бросить на произвол судьбы? Нет, конечно. Поэтому я думаю, с учетом этого будет принято правильное решение. Решение признать республики самостоятельно. Донецк и Донбасс. Спасибо Донецк и большое, Луганск. Виктор Николаевич. Мы передаем слово московской студии «Спец». Да, спасибо. Если можно, я хотел бы нашего московского немножко потревожить, Дмитрия Потапенко. Дим, у меня вопрос такой полуэкономический, на самом деле. Сама фамилия говорит о том, что тебе ситуация должна быть близка уже как бы по зову крови. Как ты думаешь, какие будут экономические, даже не межчеловеческие последствия того, что по сути признанием этих республик Россия откалывает, уже по факту откалывает территорию от Украины? Это как бы первая часть вопроса. Хотя технически это уже произошло. Но признание этих территорий, это однозначно Россия говорит о том, что мы тоже забыли про Минские соглашения. Дело в том, что украинская администрация, они очень легковесные ребята. Они сегодня могут отказаться от Минских соглашений. Было официальное заявление Зеленского. Чуть позже те же лица могут уточнять пункты Минского соглашения, их не поймешь. Россия в этом отношении более жесткая, более все-таки цельная держава. И если сейчас будет признание, это однозначно будет одностороннее признание со стороны России, больше никто не признает в текущий период. Я даже думаю, что Белоруссия не решится. Вот. Во всем мире это будет объявлено аннексией. Вот человеческая сторона дела, о политической сложно говорить, это дрязга, и экономическая. Как будут душить? Политики занимаются своими развлекухами. Я всегда говорю, что политика – это перепачканная в гуано экономика. Поэтому проиграет тот, кому эта территория, особенно в существующем состоянии, попадет, скажем так, в руки. Потому что разница между тем, что когда был Донецк, Луганск, соответственно, там в составе СССР, потом впоследствии в составе Украины, тем, что из себя представляет сегодня Донецкая, Луганская территория, она фундаментальна. Поэтому ни о какой экономике там говорить бессмысленно. Это, если это вдруг такое произойдет, то это деньги из карманов налогоплательщиков. Такая же история, как, в общем, и с Крымом. Там никакой возвратности нет и не будет. Еще нужно будет снабжать и еще, скажем так,
приблизительно 1,5 миллиона, потому что это вопрос не раздачи паспортов, а для того, чтобы этой территорией управлять, ну, там нужно, соответственно, соответствующая администрация и же с ним. И это как бы вот, ну, вообще мы опять-таки тоже в нашей студии обсуждали, что 21 век это не война, потому что яркий пример тому Евросоюз, никому не нужна. 21 век, ну, это архаика обсуждать там, а вот здесь вот будет такая-то или такая-то граница. Человечество о себе вообще очень много понимает, когда оно начинает наносить на землю-матушку какие-то границы. А по факту мир контролируется или управляется информационными потоками, управляется финансовыми потоками и точно не территориальными потоками. И если говорить, ну, если таковое не произойдет, в чем я, в общем, очень сильно сомневаюсь, я могу сказать, что мы получим, скорее всего, персональные санкции, которые, в общем, особо Россию не затрагивают, будем объективны, а мы можем, скорее всего, получим секторальные санкции. Это, конечно, не SWIFT, а, скорее всего, это будет история про запрет на работу с внешним долгом, поскольку, собственно, ну, денежная единица под названием рубль – это не более чем резаная бумага, которая, в общем, присутствует в экономике мира никак, и она не может никак, мы напомним, мы все-таки в мировой экономике, если на карту, которую я уже не один раз приводил, и все это понимают, мы там 1,6, 1,7 мирового ВВП, 11-13 экономика, там в десятку не входим. У нас нету никакого критического ресурса, который контролирует в мире. Наличие наших углеводородов на внешнем контуре, в общем, легко компенсируется. Да, с потерей, конечно, денег, с ростом цен и всего остального, но компенсируется другими странами, потому что мы все-таки на углеводородах присутствуем, извините, там на 30%. Это означает, что 70% каким-то образом, в общем, там заполняется. Всего лишь мы своим, как это, визави подарим рынок, они хлопнув в ладошки скажут, ну и отлично, ушли. А вот что мы будем делать, откуда мы будем денежку брать, это вот большой-большой вопрос. Расчет на то, что вдруг ни с того ни с сего там Китай начнет нас спонсировать и закупать это все, ну, это тоже откровенная ложь экономическая, потому что Китай – это мировая фабрика, и, конечно, ссориться с мировым финансовым центром, соответственно, Соединенными Штатами он не будет, это раз, во первых строках, а во-вторых, в строках все проекты, которые реализует Китай, он реализует исключительно для себя и на свои деньги. Мы, как этот третьеклассник, не может с академиками ни о чем поговорить, даже если у него есть ядерная бомба в руках. Поэтому тут эта риторика, она, в общем, ну, я говорю, общаюсь с политиками там на уровне претендентов и кандидатов в президенты различных европейских стран по странному стечению обстоятельств. Ну, и, в общем, отношения все пожимают плечами, да, развлекайтесь как вы хотите на своей территории. Только не обижайтесь, что оно вот так вот получается. Ну, потому что надо смотреть все-таки в первую очередь иностранные СМИ, а не слушать пересказ российских СМИ об иностранных СМИ. Ну, поскольку у нас этим никто не грешит, все стараются лучше в пересказе послушать, а когда начинают оригинал, оказывается, там не то, не там и не так. Ну, тут это у нас традиционно. Ну, на то и свойство пропаганда. Да, это, конечно, поэтому, скучно если слушать. брать и общечеловеческий и экономический, то я тебе могу сказать, что мы получим вот работу с внешним долгом и, скорее всего, сокращение работы с углеводородами. Но это в целом идет этому технологическое. Когда я только начал, ты мне задал вопрос, что происходит в экономике, вот поставка тех же самых чипов, причем чипов как для электроники, так и чипов для автомобильной промышленности. Вот сейчас, например, в Беларуси КАМАЗы зачастую выходят, там, соответственно, вернее, там белорусские автомобили выходят некомплектно. Связано это с тем, что к территории сопредельной и нашей территории все относятся, ну, как это, хотите развлекаться, хотите не интегрироваться, да не вопрос. Только кто от кого, Дмитрий, как зависит. это, я понял. Это все про деньги.
Я же недаром во главу вопроса Да. все-таки человеческая сторона. Бомбы, ДРГ и жертвы – это уже не финансовые потоки. Это тоже финансовые Должны мы потоки. это К делать? сожалению, война это Должны мы это исключительно про делать или деньги. нет? Что это? Мы должны защищать Не наших соединять. людей. Путин решится на это. Есть необходимость, вот уже Нет, жесткая необходимость и нет. политическая, и по-человечески должны мы это Я делать? считаю, что никаких тут вопрос человеческий, нечеловеческий, мы и с Литвой разбираться, потому что там у нас есть наши не граждане. Поэтому вот если политики, они начинают заниматься фарисейством. То, напомню, никаких паспортов в ДНР, ЛНР не было, это мы их выдавали. Если вы, извините, там Польша или, например, Германия в Кёнигсберге начнет выдавать паспорта, мы как на это отреагируем? Или там Япония начнет раздавать на сопредельных территориях свои паспорта, мы как на это отреагируем? Или там еще на какой-то территории. Поэтому еще раз, мы с тобой это тоже обсуждали в эфирах. Мы не умеем продавать, что продаем, да, проблемы. Имеем на это законное право. Я не отношу это ни к плюсам, ни к минусам. Мы выстраиваем какую-то свою позицию. Вопрос, эта позиция поддержана где-то? Позиция будет укреплена чем-то? Мы можем завтра выдвинуть абсолютно любые там пожелания, там признать Васю, Петю, Колю. Мы за это должны будем оплатить. Любая война, напомню, это сказал еще фон Клаузевиц, задача любой войны – достижение мира на приемлемых для победителя условиях. И почему ведутся войны? То это обычный экономический процесс, не надо лгать. Выстрел доллар, погибший от $3000. Инвестиционный проект колоссальный. Люди, которые говорят о том, что не надо мерить деньгами, а чем вы будете мерить? Эмоциями? Ваши эмоции таковы, они абсолютно какие-то там, не имеющие никакого критерия оценки. Эмоции другой стороны. А почему ваши эмоции лучше эмоций противоположной стороны? К сожалению, калькулятор либо меряет, говорится, в килограммах, в сантиметрах, в честных параметрах. Я меряю в честных параметрах. Я за честные параметры, а не за эмоции. Вот Дмитрий, спасибо большое. Так что позиция есть, но просто за это надо быть готовым оплатить, и все, никаких проблем. Спасибо большое, Дмитрий. Мы хотели бы извиниться за техническую неисправность. Сюжет с интервью с Сергеем Левченко вышел без звука. Мы сейчас выпустим сюжет повторно со звуком. Пожалуйста. Все эти годы, надеясь на Минские соглашения, которые по большому счету не сработали и не работают, мы мирились с тем, что там гибнут люди. Естественно, что мы об этом всегда говорили, и это уже накипело, поэтому мы вот вышли с таким обращением, и Государственная Дума приняла обращение фракции КПРФ. Надо было совершенно быть наивным, рассчитывая на то, что мы ничего решительного делать не будем, что не будем защищать, в том числе и граждан Российской Федерации, которые там в последние годы образовались. И вдруг этот коллективный Запад вдруг станет таким добрым, ласковым, пушистым и будет поддерживать Российскую Федерацию. Их интересы не изменились и раньше, и сейчас, и думаю, что и в будущем. Поэтому то, что сейчас руководители этих Донецка и Луганска приняли решение о том, что обратиться к людям по поводу перевозки, эмиграции, за территорию своих республик, это, с одной стороны, наверное, правильное дело, потому что безопасность людей, тем более граждан Российской Федерации, так или иначе мы обязаны обеспечивать. Другое дело, что я не видел оснований, не видел информации, чтобы к этому решению как-то готовились. Мы же понимаем, что это огромное количество людей. Они должны где-то жить, они должны на что-то жить, они должны где-то работать и так далее.
Поэтому вот эта вот временная мера, там выплата по 10 тысяч, о которой сегодня говорим, я думаю, что не на этом нужно сосредоточивать свое внимание. Коллеги, я предлагаю начать подводить некоторое резюме по этому вопросу и общий вопрос ко всем экспертам. Как может развиваться эта ситуация, как долго и каков может быть финал? Александр Олегович, слово вам. Ну, отвечая на этот вопрос, я все-таки хочу вернуться к исторической точке, к одной из исторических точек. Это 8 декабря 1991 года, когда было подписано так называемое Беловежское соглашение Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком. Хочу сказать, что это был не только акт государственной измены, за который они должны были привлечены к суду и понести суровую кару, но и акт глумления над тысячелетней историей Руси, преступление перед прошлым, настоящим и будущим нашей великой державы. В общем-то, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы, прочитая историю, прийти к выводу, что Россия без Украины не Россия, и Украина без России не Украина. Вот. И я хочу также напомнить, что 15 марта 1996 года Государственной Думой Российской Федерации, это уже после, скажем так, осеннего переворота, где насильственным путем, в общем-то, Ельцином была смещена советская власть, было принято постановление, у него есть номер 157 2 ГД о юридической силе для Российской Федерации, России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу сохранения Союза СССР. Так вот, в пункте 3 написано, зачитываю, чтобы быть точным. Подтвердить, что соглашение о создании Содружества независимых государств от 8 декабря 1991 года, подписанное президентом РСФСР Ельциным и государственным секретарем Бурбулисом и не утвержденное съездом народных депутатов РСФСР, высшим органом государственной власти РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза СССР. Таким образом, Российская Федерация денонсировала Беловежские соглашения и фактически признала существование Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому все юридические конструкции, которые находятся сверху вот этих вот документов, они носят ситуативный характер, и поэтому ситуация, которая сейчас развивается на Донбассе, во всяком случае мы имеем дело с представителями, в общем-то, мирового империализма. Мы никаких, скажем, противоречий с украинским народом не имеем. Поэтому сейчас нарастающее противостояние — это всего лишь оценка готовности принять стратегические решения по этим территориям. Готовность мы эту показали, поэтому я думаю, что через некоторое время эскалация закончится. Ну, а весь этот вопрос, наверное, решится не конкретно в частной вот этой вот ситуации, а предстоящий кризис все-таки олигархической буржуазии, он приведет к тому, что турбулентные процессы, они приведут к смене элит, и эта ситуация, она будет развиваться в совокупности со всеми процессами, которые будут происходить в мире. Закончится миром. Спасибо большое. Тот же самый вопрос я хотел бы адресовать в Якутию Виктору Николаевичу Губареву.
Виктор Николаевич, как вы думаете, как долго будет развиваться ситуация, как будет развиваться и каким может быть финал? Ну, территориальные споры самые сложные. Много примеров, очень много разных, которые тянутся десятилетиями, даже столетиями и так далее. Но в данном случае нужно конкретно оценивать ситуацию и принимать решения. Я и народ вообще-то там в Донбассе, и большинство сегодня, значит, и депутаты Государственной Думы, они выразили свою точку зрения, имея на то высшее законодательное право принимать такие решения, обратились признать. И это нужно рассмотреть и положительно решить, признать сегодня суверенитет Донецкой Народной Республики, самостоятельность этих государств. Другого просто не видно. Поэтому здесь вот, конечно, здесь я не собираюсь там комментарии, ну, своей точки зрения говорить, и вопросы экономики, вопросы, ну так, во всяком случае, если нас хотят остановить эмоции и так далее, ну, эмоции тоже неплохая вещь. Эмоции, когда касается жизни человека, когда касается его благополучия, когда касается мира, когда касается остановить убийства детей, вообще-то они присутствуют нормально. И только чувствовать, считая, значит, арифметику, здесь не должно подходить. Здесь должно быть политическое решение в данном случае, которое основывается на воле народа. Оно высказалось на своем референдуме. Поэтому нужно признавать их. Я просто уверен, как и многие другие, другого сейчас просто нельзя. Спасибо большое за ваше мнение, Виктор Николаевич. Дмитрий Потапенко, вопрос к вам. Как вы думаете о перспективах развития ситуации, о длительности ее развития и о финале? Я уже все сказал на эту тему. Значит, моя фамилия Потапенко, это так, для ремарки. Прошу прощения. Второе, значит, закончится это все не позднее 8 марта, как это под женский праздник. Закончится это, попросту говоря, тем, что мы отведем войска, все расползутся на свои, мы, как обычно, протрубим о победе и проигрыше Байдена. Вот. Санкции будут в любом случае, потому что я говорил совершенно о том, что ни один европейский политик не желает играть, ну, выходить из зоны комфорта и играть вот в такую истерию. Они, в общем, к этому не просто не готовы, но и не собираются этого делать. Вот. А каждое действие, оно вызывает, соответственно, ответные действия. Вот. Военной фазы, скорее всего, не будет. Я рад, что, в общем, у нас есть распятые мальчики, у которых регулярно говорила федеральная программа, которые, правда, потом оказывались фейком. Ну, а все военные конфликты, в общем, всегда развивались с убийства обязательно Фердинанда какого-то, каких-то обстрелов, как и финская территориальная война, в результате которой мы, в общем, потеряли нашу республику в конечном итоге. Вот, точно так же, как конфликт на озере Даманском, это уже с китайской, соответственно, стороной у нас был такой конфликт. Ничего нового, к сожалению, с точки зрения механизма реализации и подмены понятий я не вижу. История показывает одно и то же, что это обычно заканчивается крайне дурно. Вот, по поводу санкций, ну, я говорю, что горячей фазы не будет, а санкции будут, но они будут персонифицированы не очень сильно. Если будет горячая фаза именно с вводом войск, ну, знаете, ничего, народ России привык, цены везде возрастут, пропаганда расскажет, что во всем виноваты барыги-спекулянты, сократится, машин будет поменьше, ну, собственно говоря, что далеко ходить, у нас есть масса примеров, где ездят на автомобилях американских, там, 50-х годов, и по-прежнему считают, что, в общем, во всем виноват проклятый пиндос.
Вот, так что ничего нового. У нас есть несколько таких в мире, которые прекрасно с голой задницей живут и радуются. И главное пить ром и танцевать самбу. Так что только у нас проблема холодная единственная. Вот с этим у нас проблема, это правда. А так То все есть хорошо. вы считаете, что будет хуже, и рисуете такой кубинский сценарий? Однозначно. Спасибо Ну, большое. у нас я говорю, извините, не про кубинский сценарий, а про сценарий, потому что дальнейшее развитие системы, деградация системы управления, которая есть, она приведет, безусловно, к конфликту элит, но не каких-то олигархических, а, извините, генерал-лейтенантских. Мы будем идти по принципу военной хунты, и вот с очень малой степенью вероятности по истечении там, ну, потому что, на мой взгляд, произойдет в ближайшие там 2-3 года, спусковым механизмом будет являться экономика, потому что я понимаю, что ее никто не любит, но правда потом почему-то задают вопрос, а что же у нас денег нет? Ну вот, поскольку есть принципиальная ненависть к экономике, именно такая звериная ненависть, вот все обязательно уйти в какую-то полите. Ну, я говорю, поэтому не надо тогда потом говорить, почему денег нет. Денег потому нет, что вы не умеете считать и пользоваться калькулятором. А после аргентинского сценария, ну, с очень небольшой степенью вероятности может появиться так называемые чикагские мальчики. Почему с небольшой степенью вероятности? Потому что люди, которые реально сегодня управляют, это люди с крупнокалиберными пулеметами, это точно не финансовые бонзы или те студии, которых все любят потрындеть. Это подписанты, потому что вот этот разговор, подойди сюда, распишись, ручку не забудь вернуть, это разговор не с первым лицом, которое тобой управляет или тебе что-то дает, с подписантом. А управляют люди совершенно из других кланов. Принципиально, фундаментально, я об этом говорю последние 10 лет, и это видно абсолютно по механике. И они никуда от власти не уйдут. А дадут ли они, как говорится, порулить гражданским? С чего это вдруг-то? Кто эти гражданские? Чего они вдруг станут в каком-то... Так что сценарий аргентинский, он у нас прям, мы идем по нему, что называется, семимильными шагами. Так что так. Большое спасибо. Игорь, предлагаю подвести итоги по этому вопросу. Я могу свои 2 слова добавить к сказанному? Пожалуйста. Я коротко. Здесь нельзя все-таки, вот я не могу не отрезонировать на высказывание Дмитрия, нельзя это все мерить рублем, долларом и так далее. И даже тем, что называют политикой. Современная политика – это действительно какой-то барыжный расклад. О том, что там конфликтная ситуация, имею в виду Донбасс, вот эта точка напряжения во всей Европе, вот как минимум 50% вина России. Вот это из-за этой неопределенности. Так как сейчас началось движение, и политическое, и военное движение, Путину, слава богу, уже будет некуда деваться. Он будет обязан, вынужден это признавать. Не знаю уж, как это с его штабами, с его внутренними желаниями укладывается. Просто некуда деваться. Если после всей этой заварухи вдруг Путин